Добрый вечер, дорогие телезрители! С наступающим вас Новым годом! В эфире предпраздничный, будничный суперпрайм «Не пропусти главное». И мы его ведущие Дмитрий Аргунов и Александра Салих. Так и хочется сказать, рояль вызывали, потому что, рядом с такой замечательной Снегурочкой, конечно, уместно было бы некий костюм Деда Мороза, но, скажем, торговая марка «Сельский дед» уже для других проектов забронирована, посему обойдусь обычным, скажем так, пусть немножко торжественным, но таким вот амплуа. И тема нашей сегодняшней передачи приближается, все уже всеми фибрами тела чувствуем приближение Нового года, самого замечательного, самого радостного, самого детского, на самом деле, праздника, который, сколько себя помню, всегда ассоциировали с елкой, с Дедом Морозом, с мандаринами, со Снегурочкой. Снегурочки, правда, немножко подросли. Ну, вот так вот. И тема нашей сегодняшней передачи — напомнить еще раз нашим телезрителям, нашим, скажем так, теме, которые отслеживают наши выпуски в интернете, как при соблюдении каких правил, каких условий, без особых последствий пережить этот самый замечательный праздник Новый год. И я думаю, что гости всей нашей сегодняшней студии помогут нам своими компетентными, корректными и праздничными, да, не побоюсь этого слова, советами. Мы начинаем. Поправив немножко ухо, Александра, мы сегодня начали с того, что утром же вас не было. Мы сегодня сделали установочный такой эфир в радиоэфире с раннего утра. Петр Сысоевич и Елена Карловна, которые, не секрет, что Новый год для многих очень ассоциируется с основной, может быть, причиной каких-то неприятных ситуаций, которые попадает человек именно в праздничные дни. Это, конечно же, чрезмерное употребление алкогольных напитков. Да? И я бы хотел, давайте начнем с государственной политики, да? Поскольку Елена Карловна у нас является заместителем руководителя управления по... Есть наркоконтроль, есть алкоконтроль, да? Получается управление алкоконтроля. Все-таки проводимая в республике политика по ограничению употребления алкогольных напитков приносит ли свои результаты и в чем они проявляются? Не факт, что приходится ходить по улицам, возможно, вам приходится и отсчитывать количество, скажем так, валяющихся пьяных представителей населения. Конечно, не без этого, но, естественно, такая политика имеет свои результаты. И, на мой взгляд, результаты очень даже неплохие. Да, если посмотреть в динамике за последние 5 лет, то при уменьшении количества употребления на душу населения 8,2%, количество убийств у нас в республике уменьшилось почти на 40%, 38,5%, количество самоубийств на 15%. Ну и по всем другим показателям тоже есть такие очень значительные уменьшения. Количество разводов уменьшилось, естественно, количество детей, социальных сирот в детских домах, и так далее. Это имеет такие большие глобальные результаты и почти влияет на все сферы деятельности, на все социальные проблемы, которые у нас есть в обществе. Проблема алкоголизации и уменьшения количества, конечно, имеет большое влияние. Я так думаю, что и, не скажу, что трезвенническое движение, да, но тенденция к ограничению оборота алкоголя, которая у нас подхвачена, скажем так, на федеральном уровне, позволяет сказать, что государство в данном направлении расставляет свои какие-то красные линии, маркеры свои. Расставляет, оно отделяет алкоголь от продуктов питания и говорит, да, мы, конечно, знаем, что есть алкоголь, это древняя культура, скажем так, употребления алкоголя, культура, да, но извольте действовать по нашим правилам. Да? Вот мы определенное какое-то время отводим для торговли этими вещами, да, и подстраивайтесь, господа. Тут небольшой миф, наверное, который навязан населению. Все-таки, если брать Россию, то у нас испокон веков Россия — это все-таки трезвое государство. Еще в начале прошлого века у нас большая часть населения — это были реальные трезвенники, которые вообще никогда не вкушали вкус алкоголя. И несмотря на это, все равно проблему алкоголизации, пьянства населения не поднималась, хотя мы были вторые в Европе по трезвости, Россия после Нидерландов. В 50-х годах началась другая немножко политика, и сейчас государственная политика, почему необходима, да, ограничительные меры? Потому что интересы народа, которые выражаются в социальных проблемах,
которое ведет алкоголизация населения, оно сталкивается с интересами предпринимателей. Конечно, там огромные деньги, и предприниматели, как по своему определению, это люди предприимчивые, которым необходимо повышать уровень своего дохода. И вот здесь как раз сталкиваются два интереса, да? Интерес государства и народа и интерес предпринимателей. Поэтому в рамках своей государственной политики ограничиваются права предпринимателей, которые также прописано в Конституции, что для безопасности страны и населения могут быть ограничены права. И вот в этом плане как раз ограничительные меры проводятся. Но я думаю, что не только у нас в республике, по всей стране сейчас принимается на уровне правительства Российской Федерации дорожная карта, которая будет более жестко принимать меры и по отношению к тем правонарушениям, которые в этой области совершаются, и по поддержке информационной работы, по просветительской. Ну, там действительно очень много мер, поэтому я думаю, что в следующем году мы здесь встретимся, надеюсь, по другому вопросу. У нас не будет стоять уже таких проблем. С каждым годом, наверное, все их будет меньше и меньше, потому что результаты есть, и они есть реальные. Ну, давайте к представителям правоохранительных органов обратимся. Насколько, какой процент, вернее, вашей головной боли, ваших проблем в организации общественного порядка составляет, скажем так, подвыпившие люди, учитывая вот праздничные дни? Да? Здравствуйте, уважаемые участники, уважаемые телезрители. Ни для кого не секрет, что органы внутренних дел львиную долю своего рабочего времени посвящают, значит, устранению последствий употребления алкоголя. Будучи замом начальника отдела, я часто заступал проверяющим, по ночам ездил по ГОМам. Это страшно, конечно. Если взять книгу учета происшествий, из 60 одно преступление, все остальное — это происшествия, связанные с употреблением алкоголя. Скажу больше. Я 20-й год служу в органах внутренних дел, и праздники, ну, просто не люблю. Потому что как только праздник, Странно. это мы постоянно на службе, мы постоянно в усилении, мы постоянно на чеку. Да не только мы. Вот у меня у жены подруга работает на станции переливания крови. За месяц они начинают запасаться кровью. Они тоже с ужасом всего этого ждут. Врачи с этого с ужасом ждут, потому что это обмороженные пальцы, это обмороженные руки, обмороженные ноги. И, как показывает практика, за праздники мы теряем народу больше, ну, чем за всю там чеченскую кампанию, например, было убито из Якутска людей. Поэтому говорить, что какие-то серьезные положительные сдвиги, да, тенденция есть, тенденция хорошая. Надо дальше продолжать, надо дальше развивать эти ограничительные меры. И тогда, возможно, мы действительно на будущий год соберемся и не будем обсуждать такую проблему. Как пережить без последствий, да? Конечно. Ну, факт остается фактом, каковы бы ни были хороши ограничительные меры, все-таки они должны идти в едином ансамбле с какими-то разъяснительной, просветительской деятельностью. Да? И наши доблестные наркологи, они во главе вот этой, скажем так, разъяснительной работы, да и не только наркологи, есть же вот просто общественные деятели, общественники, которые также прямо идут в народ и своим примером, своими, может быть, аргументами, которые близки и понятны обычным людям. Но давайте начнем со страшилок вот, товарищей наркологов. Да. Утром мы привели хороший, я думаю, Петр Сусович, пример по степени интоксикации, да, чтобы, ну, выпить, скажем так, полбутылки водки, все равно, чтобы взять баллончик дихлофоса и пшикнуть пару раз себе под нос. Да, да, правильно. Ну, здравствуйте, уважаемые участники. С наступающим Новым годом я поздравляю наших уважаемых телезрителей. Сегодня мы собрались на очень такой актуальный разговор, потому что праздник Нового года он всегда сопровождается, ну, праздничным настроением, ну и не исключены алкогольные эксцессы. Ограничительные меры, они, конечно, нужны, но вот как говорят правильно, что мы должны еще и воспитывать. Я не говорю, что со стороны врачей я не считаю, что это войной, борьбой. Это воспитание, это информирование, это доведение до сведений людей об алкоголе. Это что это такое?
к удивлению, да, многие пьют вот просто так. Хотя вот мы, как врачи, понимаем, это что за вещество, как оно действует на организм человека, на психику, это мы, врачи, знаем. А вот простые люди, очень многие этого не понимают. Особенно молодежь, вот они вот просто веселятся, как компонент жизни, компонент праздничного настроения, веселья, и с этого все начинается. Поэтому мы должны вот проводить среди населения очень хорошую разъяснительную работу, научно обоснованную, без страшилок, без никаких запугиваний, просто вот объективная научная информация. Поэтому, значит, я еще раз хочу сказать, что алкоголь – это несвойственная организму пища, пищевой продукт, наверное, если он продается Вещество. свободно. Да, вещество, да, химическое вещество, которое обладает вот таким действием на поведение человека, на организм человека, очень плохим действием. Кратковременное, значит, вот такое состояние, которое называется вот эйфорией, таким изменением настроения к лучшему, и это очень быстро проходит. И как каждое вещество, которое попадает в организм человека, алкоголь начинает разрушаться, выделяя очень много веществ вредных, начиная с ацетона, уксуса. Представляете, в крови уксус, да, появляется, ацетон. И все это, конечно, отравляет организм, в первую очередь изменяет поведение. Поэтому вот новогодние праздники, они продолжаются очень долго. Вхождение начинается задолго до 31 января. Значит, корпоративы уже давно начались. И вот те, которые, значит, уже вошли в эту вот атмосферу, вот это вот злоупотребление, они могут иметь очень большие неприятности. Тем более у нас очень такие холода стоят. Но тем не менее, значит, мы готовы, как и наши коллеги полицейские, да, и все, которые, значит, службы, которые обеспечивают обеспечение вот населения, мы тоже готовы ко всему. В том числе к экстренным мерам, да? да? Да, ну, конечно, мы всегда готовы, готовы принять, оказать помощь. Но самое главное, конечно, это не доводить себя до такого состояния, когда вот... Причем добровольно. Да, добровольно, да. Поэтому я советую новогодние праздники как можно меньше употреблять шампанского. Я против шампанского, как алкогольного напитка, потому что сочетание очень плохое, это газ и вино. Очень быстро растворяется и оказывает свое тяжелое воздействие. Я против крепких напитков, коньяка и водки. Но поскольку у нас традиция, мы без этого не можем, без вина, без алкоголя. Значит, я праздника советую, конечно, больше предпочесть вина, именно сухие, полусухие, а не полусладкие, сладкие. Вот такие вот простые советы. Ну и надо не только вот употреблять алкоголь, а еще и хорошо плотно покушать, жирное надо. Закусывать. Да, закусывать. Тогда все мы должны нормально, значит, Это в части отпраздновать. того, что как организм, скажем так, противится всасыванию вот тех компонентов алкоголя, которые человек в ударных дозах начинает себе вливать за эти праздники. Я скажу, что зайдя, скажем так, в период корпоративов числа 23-го, да, человек выныривает иногда под старый Новый год. Да, и все, что происходило в этот период, он, не знаю, по записям в Ютубе может, в худшем случае, да, в лучшем случае из рассказов друзей. Да, а вот что ты сделал стой-то, когда пошел туда-то, да, но это еще самое меньшее. То есть самый худший вариант мы просто не рассматриваем. Мы, да, немножко оборачиваемся в шутку и так далее, и так далее. Да? Но, тем не менее, состояние, когда каждый день пошел к теще, пошел к другу, пошел на работе отметил, пошел с друзьями в баню сходил там, и так далее, и так далее. И понемножку вот этого алкоголя, вот, я не знаю, все мы знакомы с понятием делириум, да, белая горячка. Но до этого же абсолютно, скажем так, рядом будет. Шаг ступи и все.
Вот как выводится, человек, вернее, реабилитируется после таких, не побоюсь этого слова, да, ударных доз возлияний? Ну, во-первых, да, добрый вечер, дорогие телезрители. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. И хочу сказать вот несколько советов, да, таких вот, как не довести себя до делирия, как вы говорите, до белой горячки. Значит, прежде чем принимать алкоголь, алкогольные напитки, да, надо сначала поесть. То есть на голодный желудок это очень вредно. Быстро всасывается алкоголь, и дальше, поступая в организм, он начинает там разлагаться быстрее, поступает в кровь и так далее, последствия быстрее опьянение происходит. Также рекомендуем, как Петр Сосович сказал, употреблять сухие и полусухие напитки, а не сладкие. Тем более шампанское имеет газы. Все, что газированное, оно всасывается быстрее в наш организм. И, естественно, такие вот плохие последствия, да, влекут. Так, ну что еще, да? Еще хотелось бы сказать, что надо контролировать себя, да, сколько выпил. Иногда тяжело. Ну, иногда тяжело, но надо как-то вот настраиваться на это. Программироваться, да? Программировать, да, себя заранее. Готовиться к тому, что вы идете в гости, предположим, или к вам подойдут в гости. Вы должны программировать себя на то, что вы должны культурно себя вести, встретить гостей. Но если вы выпьете дозу, более чем ваш организм может усвоить, то, естественно, вы будете валяться под столом, и гости уже, какое будет о вас мнение, такое соответствующее складывать, да? Так, ну что еще хотелось бы добавить? Скажите, а вот гранат помогает? Я слышала то, что в Грузии мужчины, когда собираются на застолье, они мнут гранат. И вот потом они выпивают вот этот сок граната и, в общем, не пьянеют. Вообще, Какая осведомленность, Снегурочка, а? запивать алкогольными напитками рекомендуется соками, да, но ни в коем случае не газированными напитками. Ну, тот же гранат, как и апельсиновый сок, как и яблочный сок, он, конечно, разбавляет алкоголь, и получается доза алкоголя, процент алкоголя он меньше, соответственно. И человек менее пьянеет, и потом не на голодный желудок алкоголь поступает и всасывается, а с каким-то напитком разбавляется. Вот, к товарищам теоретической части и к Снегурочке я бы хотел. А вы знаете, в каком растении в природе, в чистом виде встречается алкоголь? В чистом виде. Во всех, скажем так, растениях и так далее, он в виде составных каких-то определенных частей. Я скажу, без долгого ожидания, в помидорах. То есть теоретически, съев ведро, скажем так, томатов, да, в принципе, можно себя довести до состояния опьянения. Все это хорошо. Когда родственникам тех людей, которые перебирают, надоедает, да? Вот как человек может, ну, не знаю, какие-то анонимные телефоны и так далее, куда обратиться, чтобы своего родственника, близкого человека вывести из принудительно, скажем, из такого тяжелого состояния? Ну, как такового принудительного лечения у нас нет. Обязательно нужно согласие добровольное, так как мы работаем по госзаказу. И, соответственно, надо убедить человека, который находится в алкогольном опьянении или в делирии. Да? Ну, в делирии, естественно, он поступает, конечно, по скорой помощи к нам, так белая горячка как таковая. Да? Там, конечно, острое такое состояние, которое влечет изменение психическое, с последствиями различными, да, патологическими. Поэтому ну, со стороны родственников, да, просто я рекомендую убедить человека, подойти к специалисту, наркологу обратиться, получить, значит, назначение, очистить свой организм. Лучше всего, я добавлю, да? Лучше всего обратиться к нам автодорожный 38, Якутский республиканский наркодиспансер, самим прийти с этим человеком, который желает, да? Вот не надо никуда звонить, никто к вам не придет. Это Красная Якутия, да? Это наша Красная Якутия. Там наше отделение, значит, они готовы принять всех желающих и сберечь. Мы обязательно вернемся к этому сразу после рекламной паузы, которая, ну, она неумолима, как Новый год. Мы продолжаем нашу передачу «Не пропусти главное». И наша тема сегодняшнего дня — обсуждение, как провести Новый год без
потерь. Без последствий. Без последствий, да. И куда же обращаться людям, которые попали в алкогольную ловушку? Вот. И их родственникам. И их родственникам. Да. С родственниками надо обращаться, надо Автодорожная 38, значит, наш наркодиспансер, там у нас 3 отделения, значит, ожидают, ну, будут помогать всем желающим, да. И еще я хочу обратить внимание, вот, чтобы знали все и как-то ну, рассчитывали, расчет для себя делали. Поскольку, ну, вообще пить не надо, даже праздники, да. Вообще алкоголь, он является таким ядом для организма, поэтому вот его нельзя употреблять. Но поскольку у нас имеется, значит, традиция, культура, и мы не можем закрывать глаза, что люди будут принимать этот алкоголь, поэтому вот доза безвредная, которая в организме, значит, находится, ну, безвредно и не действует на организм вредно, научно установлено, это 1 рюмка водки, 1 бокал вина и банка пива. Это в день? Это в день. В день. Это в день. Вот если вы будете принимать, ну, одно из них, Они или все водка, сразу. или вино, или пиво. Все, что свыше, является, значит, токсической дозой. И сейчас все мужчины расслабились, которые любят чуть-чуть пригубить до вечера. Нет, ну вот есть же мужчины, которые, Нет, скажем праздники так, я хотя говорю. тут Елена Карловна, да, вот тут мне активно шпыняет бок и говорит, а вот я не согласна с Петром Сысоевичем, и не бывает абсолютно безвредных доз. Относясь с уважением огромным к вашему профессионализму, к вашей работе, но, извините, у меня такое пожелание к вам, что вы действительно остались без работы со временем, конечно, чтобы эта проблема решилась, и чтобы люди не пили ни рюмку, ни бокал, ни шампанского, ни вина. Потому что, как еще установили 100 лет назад наши великие ученые, Бехтер, Феденский и Павлов, что не бывает безвредных доз алкоголя. И в 1972 году даже было закреплено в ГОСТе СССР, что этиловый спирт, легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающие сначала Где-то я это возбуждение, а затем паралич нервной системы. Но это государственная политика была, да, это вывели ученые. И поэтому это нельзя убирать, ну, об этом нельзя не знать. Ну, здесь, я так понимаю, говорится уже о совсем крайних случаях, когда человек психологически, физиологически зависим от алкоголя, да, и как-то ему скорректировать. Но тут многое зависит от того, насколько человек зависим от алкоголя уже, да. То есть 1-я, 2-я, 3-я стадия, там пьянеют от различного количества алкоголя. Может быть, даже рюмка водки окажется для человека Фатальные. ну, не фатальное, а, скажем так, придет его в состояние абсолютно горизонтально. Да, я адресую свой совет только тем, которые, значит, ну, без этого не могут. Да, А так, в крайних значит, да, случаях. а так, Латентным крайних. алкоголикам, да, скажем так. ну, которые не могут без этого. Мгм. Ну, это уже Есть алкоголь. такие люди, которые не могут. И очень их много. Да. По моим подсчетам, взрослое население, ну, половина без этого не может. Так, поэтому, а так, конечно, полная трезвость. Полная трезвость и, значит, алкоголь, он противопоказан человеку. Петр Сысоевич, вот сидит живой пример, да, кроме меня, который является полным трезвенником, да, Владимир Андреевич, Владимир Геннадьевич, прошу прощения, вы пьете не только, что вы являетесь педагогом, да? Ну, это, наверное, ваш какой-то душевный выбор, совести или что-то такое. Здравствуйте. Вера такая. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Дело в том, что я вообще не пью. Вот. Ни по праздникам, ни без праздников, никак это самое. Это вот полностью отказаться от алкоголя, конечно, человеку тяжело. Вот, особенно если он, допустим, раньше выпивал. Вот. И здесь, конечно, ситуация какая? Отказаться полностью от алкоголя мне помогла вот методика детка, система Порфирия Иванова, вот, методика закалки и тренировки, вот, которая полностью, так сказать, организм создала таким образом, чтобы полностью отказаться от алкоголя. Вот. И проблема заключается сейчас в том, что, значит, у нас многие дети, значит, вот это вот потребление, скажем так, алкоголя, значит, оно у нас молодеет.
поколение постоянно молодеет. Вот. И буквально вот в прошлом году вот после новогодних праздников, поскольку я вот работаю в школе учителем ОБЖ, вот, проводил тестирование для детей. Вот. И что меня поразило, то что в новогодние праздники вот дети начинали пробовать там, потреблять алкоголь. Это с 6 класса. Начиная от 6 класс, 7 А и так вопрос, далее. а почему они вам признаются? Ну, мы с детьми как-то, видать, находим взаимопонимание, видать, это самое. И поэтому дети как-то так более открыто относятся. И я как бы их ни в чем в этом не корю и так далее. То есть пытаешься ребенку просто-напросто объяснить. Вот. Но факт тот, что хотелось бы мне обратиться к родителям. Вот. Дело в том, что вот когда дети видят употребление алкоголя в тех же на новогодних столах, на этих всевозможных праздниках, вот, и родители разрешают ребенку употребить там, ну хотя бы там рюмочку, там 2 там, и так далее, или там баночку пива там выпить. Вот. И что самое интересное, родители это разрешают. И я вот у детей спрашивал, они говорят, да, говорит, нам родители разрешают. Это вот в 6 классе мне, значит, дети об этом говорили. Вот. И потом, когда, значит, они приходят в школу уже, и педагогам очень сложно переубедить потом детей о том, что нельзя это употреблять. Когда они видят конкретно, что вот у них в семье там мама, папа там, и так далее, старшие там братья, сестры, они это все, пожалуйста, это самое выпивают и так далее. И потом учителям приходится, так сказать, с этим бороться уже, так сказать, как-то это дело в целях профилактики, значит, проводить какую-то работу, это уже сложнее. А когда в семье полный сухой закон, конечно, тогда и обществу проще, и государству, вот, ну и в частности педагогам тоже, естественно. Потому что сейчас мы все страдаем от того, что у нас дети рождаются с физиологическими различными патологиями, психологические очень. Сейчас вот видно, что по школьникам, значит, да, дети неуравновешенные, психика страдает очень сильно. Отсутствие памяти, запоминания. 10-11 класс, ребенок не помнит, что было на прошлом уроке, вот, допустим. То есть такие вот элементарные вещи, они это самое очень сильно сказываются вот на нашем обществе. Потому что потом в дальнейшем эти дети вырастут и будут работать во всех структурах, практически органах нашего, значит, государства. И поэтому, конечно, за ними стоит большое будущее. И наша задача взрослых как раз вот искоренить вот это вот явление такое вот, как алкоголизм, пьянство и наркомания. Бытовое, вот, да? Да, на Которое с бытовом позволения уровне, да. родителей. Которое исходит из того, что некоторые родители не в полной мере осознают ответственность за будущее поколение и позволяют, скажем, своим чадам, ну, праздники же, да? Ну, Ну вот Вы- некоторые выпиш- родители же просто считают, что если ребенок выпил за их столом, да, за общим столом, то значит впоследствии потом он не пойдет в подъезд и не будет распивать. лучше эти под же- контролем, чем так, да? Да. Да я в 6 классе кефир без, скажем так, без разрешения не мог выпить какую-то дозу, а тут уже шампанское наливается и так далее. Хорошо, Владимир Геннадьевич, тут еще один такой аспект. Да, все-таки у нас край морозный, у нас за бортом сейчас 45 градусов. Да? Вы преподаете ОБЖ. У нас 90%, скажем так, по пьяной лавочке погибает из-за переохлаждения. Грубо говоря, замерзают насмерть. Да? Я иду, допустим, встретил человека, который лежит, ну, скажем так, замерзает и так далее. Вот какие методы есть реабилитации человека, приведения его в чувство там, и так далее? Что бы вы порекомендовали? Я вас понял, это самое. Вот. Но прежде всего хочу еще раз, значит, это самое, остановиться по пунктам, значит, да, это, чтобы до такого состояния не доходило, значит, да, это прежде всего ограничить, ограничение алкоголя сделать для родителей, чтобы родители в присутствии детей не употребляли это, чтобы дети не видели. Второе, значит, это необходима, значит, профилактика детского, значит, алкоголизма. Вот. И если, допустим, вот бывает так, что часто вот ситуации такие, что очень много вот гибнет детей. Вот. Дети замерзают. Это вот отец с матерью, допустим, там напились дома, ребенок приходит со школы, не может дверь открыть. Остается, так сказать, или одет очень тоненько так. Морозы у нас сами знаете какие, да? Вот. И дети часто погибают из-за того, что, значит, родители не в состоянии ребенку двери открыть. Вот. Придя со школы, дети просто-напросто, вот, бывают такие случаи. И также, значит, что еще, значит, здесь
Нет, вы вопрос... Если, допустим, такой случился случай, значит, да? Споткнулся я, пьяное тело. Да, замерз, человек замерзает, Да. значит, да? Но прежде всего, конечно, нужно оказать ему какую помощь? Первым делом нужно занести в помещение, в здание, вот, в теплое. Во-вторых, необходимо, значит, снять одежду холодную, вот, потому что она в себя впитывает это холод и так далее, и человеку потребуется больше времени для согрева. Вот. Во-вторых, значит, одеть что-то сухое, теплое, вот, вместо этой холодной одежды. Во-вторых, значит, нужно обязательно горячее питье, там, чай там, или еще что-то это самое, да, но не горячительные напитки ни в коем случае. Следующее, значит, нельзя, значит, когда замерзает, вот у нас в основном замерзать начинают конечности, пальцы рук, ног там. И необходимо, конечно, это все погрузить в холодную воду. Ни в коем случае не в теплую, там, не в горячую и так далее, потому что тело покрывается миллионами иголок, и ноющие такие боли возникают в конечностях. Вот. Поэтому, значит, обязательно нужно это все в холодную воду. Постепенно руки, пальцы там отойдут, оттают. Вот. Такие вот вещи, значит, да. Вот. Ну и что, значит, если, допустим, при сильных обморожениях, конечно, обратиться в скорую помощь, да, медицинское учреждение, да. Ну, вот потому что... первое, то, что, в принципе, да, были какие-то вопросы, холодная вода, горячая вода, там, вливать алкоголь, не вливать алкоголь. Как ни странно, вот это все-таки вопросы стояли. Вы их сняли. Хорошо. Второй причиной у нас в праздничные дни, вот еще раз говорю, поскольку я долгое время работал в новостях, у нас пожары. Людской фактор тут, скажем так, неумолим, и различного рода, ну, пожары могут быть различного плана. То есть или это частный дом горит, да, или это квартира в многоквартирном доме, или не приведи Господь какое-то общественное место. Да? Вот органы пожарного надзора, как по профилактике вот таких вот несчастных случаев, как отрабатывают? Добрый вечер, уважаемые телезрители. Всех с наступающим Новым годом. Ну, во-первых, это Новый год, всем ожидаемый праздник, семейный праздник. Чтобы не омрачить этот новогодний праздник, ну, во-первых, Главное управление сегодняшний день занимается не только предупреждением пожаров, а занимается предупреждением и чрезвычайных ситуаций на территории республики. Нас сегодня беспокоят это объекты жизнеобеспечения в период новогодних праздников. Сами понимаете, то есть это зависит в целом от трудовых дисциплин, также операторов, кочегаров, всех работников объектов жизнеобеспечения в выходные дни. Это у нас 1500 объектов таких в республике. Нас же также беспокоят объекты, где проводятся новогодние мероприятия. Их на сегодня 1487. Это по республике? По республике это в основном объекты образования и объекты культуры. Конечно, с нашей стороны инспектора проверили на предмет соблюдения требований пожарной безопасности на этих объектах. На 115 объектах имеется нарушение, но неустраняемые нарушения. Это в основном объекты образования и культуры. Помимо этого, нас, конечно, беспокоят объекты, это с круглосуточным пребыванием людей. Ну, сами видели недавно, что... Это после Воронежа, да? Ну и после Воронежа у нас постоянно на особом контроле. У нас таких объектов, домов престарелых, психологические диспансеры, детские топ-диспансеры, таких объектов у нас 250 в республике. У нас трагические, значит, примеры пожаров в нашей республике тоже были в 1999 году, когда в доме престарелых в Хангладском районе пожар произошел, значит, 31 декабря. Обслуживающий персонал, значит, отмечал Новый год отдельно от больных, скажем так. И пожар произошел, где именно, где лежали тяжелобольные, ну и престарелые, и там погибло 9 человек. Ну, таких примеров привести можно много. Самое главное, у нас вот анализ пожаров показывает новогодние праздничные дни. Ну вот прошлый Новый год у нас произошло 41 пожар. Основное количество, конечно, именно где люди живут. Это многоквартирные жилые дома, частные жилые дома и очень много надворных построек. Это бани, гаражи. Значит, поэтому мы предупреждением занимаемся в целом. Значит, все организационные вопросы проведены. А нормативный акт правительства республики нами было внесено по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в период новогодних мероприятий. Проведена комиссия правительства республики, вот на днях тоже, с главой муниципальных образований с участием. Ну и, конечно, сейчас население в основном запасается пиротехникой, закупает
В огромном количестве. В огромном количестве. И, В огромном. Стрелка конечно, будет. ну, это всегда так и было. То есть людям нужно как бы зрелище. Поэтому вот и хотел бы остановиться на том, что вот у нас на сегодняшний день очень много человек погибло на пожаре. 70 человек. Из них 13 детей. А дети погибают в основном от оставления без присмотра детей. Это основная причина. Или родители, значит, в состоянии алкогольного опьянения, которые дети сами по себе оставлены, играют в детская шалость и не могут правильное решение принять и выйти с пожара. И такие пожары у нас в Верхоянском были. Вот у Солданском недавно слышали, наверное, Дипсе, да? Дипсе. Уже в Солданском районе уже второй случай такой трагического пожара. Это было в январе в начале, и вот сейчас произошел. В Генеконгладском, в Жатае, и в Якутске тоже слышали, был пожар. Значит, сейчас что я порекомендую? Во-первых, у кого дети есть маленькие, ну, нельзя их оставлять без присмотра даже на несколько минут. Это одно. Потом по новогодней елке. Конечно, елку тоже нельзя оставлять включенным гирляндой. Должна быть на устойчивом основании, заводской гирляндой и, значит, украшена негорючим материалом. То, что касается фейерверка, значит, запрещается фейерверк внутри помещений запускать, с балконов, дать детям самостоятельно выпускать. Также фейерверк тоже запрещается. Также, если на улице фейерверк запускают, если вдруг как-то она не загорелась, пиротехника, не надо наклоняться над ним стоять. Если она не загорелась после запуска, в течение 20 минут тоже не надо подходить к этому пиротехнике. И, значит, по требованию пожарной безопасности, то есть площадки для запуска пиротехники всех органов местного самоуправления уже практически подготовлены и отведены. Только по городу Якутске 58 мест отведено. То есть поэтому население должно знать, городская власть и местное управление должны довести, где эта площадка. Эта площадка должна быть оборудована, обеспечена первичными средствами потушения. То есть в наших вот условиях правоохранители наши вполне имеют абсолютно законное право, если во дворе прямо вышли и гору, скажем так, просроченной пиротехники начинают поджигать, просто подвергнуть их какому-то административному воздействию, да? Ну, я не готов сейчас ответить на этот вот вопрос. Нет, но если в специально отведенных, скажем так, Да. площадках, да, специально отведенных местах, но если этого не будет, конечно, наши инспектора могут привлечь к административной ответственности органы местного управления и городскую власть. Но у нас население же как принято, то есть у нас условия это за бортом, как говорится, 45. И далеко ходить лень. далеко ходить лень. И, конечно, народ выходит, население прямо под домом, и начинается у нас фейерверк. Они взывают к вашей гуманности, скажем так. Ну, вы же тоже люди-человеки, и поймите нас, не переть же 2 километра до подготовленной площадки, да? Ну, конечно, должны отвести такой удобный кварталам, их должно быть побольше, не так мало, чтобы народ ходил там подтягиваться. Но это округа должны отработать уже своевременно. Да, мы, конечно, мы на основе анализа пожаров планируем вместе с правоохранительными органами, МВД и другими службами. Это неполученные семьи мы проверять будем однозначно в выходные праздничные дни, потому что, как гибель людей показывает, у нас 58% людей взрослого населения погибают в состоянии алкогольного опьянения. Это по официальному заключению судебно-медицинской экспертизы. То есть в таком состоянии люди уже не соблюдают требований никакое. Поэтому эти семьи будем проверять, их у нас более 2000 в республике. И будем проверять объекты жизнеобеспечения также совместно участковыми, объектами ГОБ-ЖКХ, администрацией. Мы в прошлом году, в новогодние выходные, 2000 таких объектов проверили, потому что есть примеры пожаров, где оператор уходит, оставляет место работы, уходит, и потом перегревается котел, взрыв, и целый квартал или населенный пункт остается без тепла. И, конечно, потом какой Новый год? Без тепла. Да, без тепла и без, скажем так, без удобств. Да. Особо. Еще раз мы продолжаем напоминать, лишним не будет населению, нашим горожанам, жителям нашей республики о том, какие меры нужно предпринять для того, чтобы вот этот удивительный детский светлый праздник прошел без всяких последствий, без каких-то аварий на коммунальных линиях, без каких-то пожаров. Забыл еще представитель Пожнадзора еще и указать основную причину, пьяный бычок так называемый, да, который тоже напрямую связан с употреблением алкогольных напитков. Анализ причин пожаров показывает, что основная причина это у нас неправильная эксплуатация бытовых приборов, нарушение правил эксплуатации бытовых приборов. Мы вернемся после рекламы сразу. Да.
И, скажем так, Рояль и Снегурочка продолжают с нашими гостями общение на тему. Мы понимаем, что сейчас пора корпоративов и так далее. Нас вот прямо вот этот прайм, такое шикарное время, мало кто смотрит, но более чем уверены, что и повторы нашей передачи, и интернет-выпуски будут не обделены, скажем так, вниманием наших телезрителей, к которым мы и обращаемся. Включите логику, включите элементарное самосознание, какой-то инстинкт самосохранения и так далее. Сделайте все от вас зависящее для того, чтобы чистый, прекрасный праздник Нового года, ну, для вас, для ваших семей и для ваших близких прошел как можно с менее тяжкими последствиями. Я понимаю, что последствия всегда есть, для кошелька в первую очередь. Да, вот это вот вал новогодних подарков, вот это вот вся суета и так далее, когда какой месячная зарплата, там, отложенная все в течение полугода, все в один момент может быть спущено на подарки. Но это, согласитесь, лучший повод, чем потом, не знаю, передачки передавать кому-нибудь или что-то типа такого. Я присоединяюсь к тем страшилкам, которые приходится озвучивать в течение нашего разговора. Мы еще раз просто взываем к людской логике, к людскому сознанию и призываем всех соблюсти элементарные нормы безопасности в течение вот этих долгих новогодних праздников. И мы остановились на том, что первопричинами пожаров, в которых погибают люди, ну, в первую очередь это электропроводка, и дальше вот продолжите, пожалуйста. Да, вот второе у нас занимает, ну, как республика у нас северная, и сельские населенные пункты в основном эксплуатируют частный дом, это печь. Неправильное устройство печи и эксплуатация печи, оставление без присмотра топящей печи. Это у нас республика занимает второе место. И третье место, конечно, занимает это неосторожное обращение с огнем людей. Туда входит и детская шалость, и пьяные окурки, как говорите. Вот, все туда входит. То есть это несоблюдение требований пожарной безопасности именно населения. Ну и, конечно же, вот немаловажный атрибут новогоднего праздника, как новогодний фейерверк, особенно китайского происхождения, который, ну, кстати, просроченные, они здорово бабахают, дай боже. Да. Можно было, у меня всегда мечта была где-то на песках взвалить кучу вот этого просроченного фейерверка, который магазины оставляют без допуска к торговле, да, и бабахнуть. Вот, и заснять все это на хорошую... это так, к слову, скажем так. Да. И резюмируя вот те последствия. То есть у нас мысль такая, Елена Карловна не дает мне, особенно в рекламных паузах, все от алкоголя, все от питья алкоголя и так далее, и так далее. Но давайте мы смотреть правде в глаза. Да? Ну, не меньше половины у нас народонаселения не представляет праздник без употребления в определенных дозах там, и так далее, алкогольных напитков. Есть такое. Ну, что поделать? Ну, не все такие сознательные, Лена Карловна, как я, допустим, ваш покорный слуга. Да? И в местах массового скопления, вот детские утренники и так далее, правопорядок, мы вернемся к представителям органов правопорядка, как будет обеспечиваться в праздничные дни? Ну, информация о всех массовых мероприятиях, она стекается в рабочую группу, специально для этого создана рабочая группа в МВД. По республике вся информация отслеживается, где необходимо участие сотрудников. Конечно, будут выделены сотрудники. Значит, ну, в основном сейчас по новому законодательству охрану обеспечивает у нас сторона, которая организует праздник. Поэтому будут это частные охранные предприятия или там своими силами они будут. Вот. Дальше, что касается официальных таких мероприятий, насколько я знаю, в учебных заведениях, в детских подготовительных запрещены корпоративы с употреблением алкоголя. Поэтому вот тут я не думаю, что будем мы ждать каких-то. Начинаются, когда корпоративы на предприятиях, ну, все, что выведено из-под государственного контроля. Вот. А помните дикий случай, когда на корпоративе связали Деда Мороза скотчем и довели до смерти? Вы поймите правильно. Значит, мне тут было очень... Сам я не пью. Несколько, уже лет 7, наверное. Посмотрел вот лекции профессора Жданова, как отрезал. И дети у меня всегда видят трезвый праздник. То, что, о чем говорил Владимир Геннадьевич, трезвые праздники. Отец всегда трезвый дома. Вот. И мне очень удивило, что некоторые врачи говорят, что есть доза, которую можно выпить, потому что я этот вопрос давно изучаю. Поэтому единственное, чем можно обезопасить себя, люди, живите трезво. Трезво. Не пейте эту отраву. И никаких проблем не будет на утро. Потому что
Я сейчас по долгу службы курирую изоляторы временного содержания. Их в республике 35, в каждом районе. Ну, это изоляторы, где содержатся преступники по подозрению в совершении преступлений. И одно время я очень много ездил, очень много смотрел, общался с заключенными. Это такие же люди, как мы с вами. Обыкновенные люди. Но те, которые совершили тяжкие преступления. И совершены они в диком своем количестве только благодаря вот этому алкоголю. И преступления страшные, ведь поймите, мы уже стали относиться к газетным вырезкам о том, что муж убил жену по пьяни, о том, что отец убил сына, стали к этому относиться как к норме жизни. А и на самом деле это ведь страшно. Это страшно. И самое страшное, что мы стали к этому равнодушны, понимаете. И только вот, когда я сам начал заниматься этим вопросом, изучать этот вопрос, я понял, насколько картина не видна через призму стакана. То есть пьющий человек эту картину не видит в принципе. Не хочет видеть. Да, не хочет, потому что когда человек зависим психологически либо физически от этого, он всегда находит оправдание своим поступкам. А для этого очень здорово помогают мифы, которые алкогольное лобби, а это целые институты, которые занимаются, да, как навязать человеку, как заставить делать. Ну, сейчас маркетинг не секрет ни для кого. Снег зимой продадут, и купишь и удивишься, да как же так меня развели. Ничего удивительного в этом нет, целый институт этим занимается. Людей обманывают. Людям надо просто рассказать правду. И они сами, безболезненно, без каких-либо проблем откажутся от этого. Вот и все. А вот как отпраздновать Новый год? Вот вы говорите, на трезвую голову, да? Вот, может быть, вы посоветуете телезрителям? Да, конечно, посоветую, что же нет-то. Как празднуют всегда, только без алкоголя. Это игры с детьми. У меня у самого 4 детей, понимаете? Игры с детьми. Это подарки. Ну, фейерверк, конечно, можно и фейерверк, но тут раз пожарники сказали нельзя, значит нельзя. Нет, соблюдение мер безопасности можно, конечно. Это же Вы радость. поймите, когда человек трезвый, он всегда найдет чем заняться. Можно найти сценарий в интернете, можно написать самому. Все же зависит от того, чем занимаются дети, например, да, спортсмены, они там, что им интересно. Музыкантам одно интерес, спортсменам другой интерес. Все, что душе угодно. Понимаете? Я так думаю, что и многие наши телезрители, да и присутствующие здесь согласятся, да и Петр Сысоевич, который хоть и упомянул, скажем так, про безопасную дозу, но он с такой цинизмом химика, да, который пробирку, скажем так, вот эта вот мышь может употребить без последствий, а вот это уже приведет мышь к полной деградации и гибели. Да? Поэтому не будем относиться к словам Петра Сысоевича, он все-таки наш... Я говорю, наш единомышленник, как будто сам состою в таком резко трезвенническом движении. Это не мои рекомендации, это рекомендации Всемирной организации здравоохранения. И они вот во всем мире они предлагаются. Но я не советую, я говорю, лучше не пить. Но если хочешь не пить, вы должны знать меру. В 1974 году Всемирная организация здравоохранения, все страны мы призвала... вынуждены закончить. ВОЗ, конечно, это очень большой авторитет, но давайте мы с экранов телевизора скажем, встретьте Новый год трезвые, не будет у вас особых потерь, кроме как подарков на подарки, скажем так, толщины своего кошелька. Удачного вам Нового года! С наступающим!